нас есть дизайнерский проект. Это Ага, вот. Apple, да? Нет, нет, давайте.
Доброе утро, уважаемые участники нашего ежеквартального публичного мероприятия по обсуждению правоприменительной практики органов федерального и регионального государственного контроля, надзора на территории Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас в повестке доклады Республиканского управления Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом контроле, надзоре и о контроле и надзоре в области защиты прав потребителей. Далее у нас доклады из Северо-Восточного управления Государственного морского речного надзора Ространснадзора о контроле и надзоре в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта и о контроле и надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений. Следующими у нас пойдут доклады Управления Госстройжилнадзора Республики об осуществляемых региональных видах контроля надзора. Это строительный надзор, жилищный надзор, лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами. Затем выслушаем доклад Минстроя Республики Саха-Якутия о региональном контроле и надзоре в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Завершающим докладом выслушаем Минтранс Республики Саха-Якутия о региональных видах контроля и надзора на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве, о надзоре в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, надзоре в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Всего у нас 5 докладов и 11 тем. После выступлений можно будет задавать вопросы докладчикам. Повестка у нас сегодня плотная. Прошу докладчиков не превышать определенный регламент. По плану наше публичное мероприятие займет не более 2 часов. Как и всегда, мы просим всех участников пройти по ссылке и пройти небольшое анкетирование. Доклады и презентации, а также видеозапись сегодняшнего мероприятия будут размещены на сайте Министерства экономики в течение 3 дней. Итак, у нас первый доклад начальника отдела юридического обеспечения кадров и государственной службы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека по Республике Саха-Якутия Ивановой Оксаны Леонидовны. Оксана Леонидовна, вам слово, пожалуйста. Здравствуйте, видно, да, слайды? Да, слайды видно, слышно. Доброе утро, уважаемые коллеги. Представляю вам доклад по правоприменительной практике по итогам 2021 года и первое полугодие 2022 года. На 2022 год у нас планом проверок было охвачено 815 субъектов надзора, имеющие чрезвычайно высокие и значительные категории риска. Прокуратурой республики из проекта плана было исключено 622 проверки в связи с ограничением срока действия положения о Федеральном госсанэпиднадзоре до 1 сентября текущего года. В связи с изданием постановления правительства 10 марта 2022 года нами были приняты организационные меры. Это в установленный срок. В течение 3 рабочих дней было принято решение об исключении проверок, которые не подпадали под подпункт 2 о постановлении. Это 69 проверок с количеством объектов 214, такие как промышленные предприятия, коммунальные предприятия, УПУ, клиники, стоматология, аптеки, вузы, образование, общепит и пищевое производство. Также в течение 5 рабочих дней были завершены начатые проверки. Это 16 плановых и 5 внеплановых контрольных надзорных мероприятий с занесением всех данных в ЕРКНУ. Общее количество проведенных проверок в 2021 году составило 1085 проверок. Количество внеплановых проверок возросло по сравнению с 2020 годом и составило 789 проверок. Из них 577 проверок были проведены
по поручениям президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, по требованиям прокуратуры 67 проверок, по проверке выданных ранее предписаний 71 проверка и по основанию угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям 74 проверки. По итогам первого полугодия 2022 года проведено 746 контрольных надзорных мероприятий, из них плановых 649 и внеплановых 97. В соответствии с планом на первое полугодие было запланировано проведение 655 контрольно-надзорных мероприятий, проведены в установленные сроки 649. Из плана было исключено 6 проверок в связи с прекращением деятельности юридического лица. Так, количество внеплановых проверок 97. Из них 527 были проведены в виде выездных проверок, 213 документарных проверок, 4 инспекционных визита и 2 рейдовых осмотра. Так. По результатам проведенных управлением на 2021 год контрольно-надзорных мероприятий по надзору выявлено 1427 нарушений, составлено 2563 протокола об административном правонарушении, вынесено 2183 постановления о назначении административного наказания, из них в виде штрафа 1745, в виде предупреждения 438. За первое полугодие 2022 года управлением по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 730 нарушений, составлено 953 протокола, вынесено 1098 постановлений о назначении административного наказания, из них в виде административного штрафа 877 и в виде предупреждения 221. За 2021 год было выдано 787 предписаний об устранении нарушений обязательных требований. За первое полугодие 2022 года выдано 126 предписаний об устранении нарушений обязательных требований. В 2021 году в суд было направлено для рассмотрения 1117 протоколов об административных правонарушениях, из них 900 протоколов по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, из которых 86% составлено в отношении граждан за непредоставление результатов тестирования на коронавирус по прибытию из-за границы. За первое полугодие 2022 года в суд направлено для рассмотрения 171 протоколов об административном правонарушении, из них 136 протоколов также по части 2 статьи 6.3, из которых 71% также составлено в отношении граждан за непредоставление результатов тестирования по прибытию из-за границы. Для реализации в очередном календарном году мероприятий по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям разработаны и утверждены приказом Роспотребнадзора программы профилактики по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю, а также по контролю в области защиты прав потребителей. Цели программы указаны в слайде. Профилактические мероприятия по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору в первом полугодии 2021 года проведены в соответствии с планом мероприятий. С 1 июля 2021 года проведены информирование 2366 мероприятий, обобщение правоприменительной практики, объявлено предостережение, консультирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям 1053, также проведены профилактические визиты. По федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору в 2021 году проведено 3432 профилактических мероприятия на объектах с
чрезвычайно высоким риском, значительного риска, среднего риска, умеренного риска, а также охвачены объекты низкого риска. В целях обеспечения защиты прав потребителей за 2021 год проведено 404 профилактических мероприятий. Это разъяснение содержания новых нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования о внесенных изменениях в действующие нормативно-правовые акты, обобщение практики осуществления госконтроля и размещение их на сайтах органов местного самоуправления, размещение на сайтах управления информационных материалов для предпринимателей, проведение круглых столов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проведены пресс-конференции, горячие линии, обучающие семинары для предпринимателей, выступления в средствах массовой информации в целях информирования предпринимательского сообщества, и также проводились профилактические визиты. За первое полугодие 2022 года проведено 3849 профилактических мероприятий. Из них при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля 3080. Из них за соблюдением соответствия требованиям технических регламентов 1184. В области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 814. При осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей проведено 769 профилактических мероприятий, из них за соблюдением соответствия требований технических регламентов 550. Мероприятия по информированию составили всего 1090, проконсультировано 1024 лица, проведено 1340 профилактических визитов в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, проведено 845 мероприятий. В 2021 году количество выданных предостережений составило 727, из них в области санитарно-эпидемиологического благополучия 599, в сфере защиты прав потребителей 128. За первое полугодие 2022 года выдано 395 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, из них 299 предостережений в рамках санитарно-эпидемиологического надзора и 96 предостережений в рамках надзора в области защиты прав потребителей. Задачи, которые стоят перед службой, указаны здесь на слайде. Действительно, дальше будем обеспечивать устойчивые и эффективные системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия. Да. Участвуем мы в реализации федеральных проектов укрепления общественного здоровья, чистая вода, чистый воздух. Дальше будет продолжена реализация административной реформы по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций. В актуальном состоянии будет поддержан федеральный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Будем повышать эффективность надзора, размещать данные федеральные государственные информационные системы, а также главное – это исполнение программы профилактики рисков. Так, у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо, Оксана Леонидовна. Уважаемые участники публичного мероприятия, какие вопросы есть к докладчику? Вопросов нет, тогда перейдем к следующему докладу. Доклад начальника Якутского линейного отделения Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Фрунзе Анжелики Владимировны. Анжелика Владимировна, вам слово, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Да. Значит, на основании
Федерального закона о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации от 31 июля 2020 года номер 248 ФЗ, управление осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о федеральном государственном контроле и надзоре в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 года номер 1047. Основными нововведениями контроля и надзора в 2021 году в области безопасности на внутренних водных путях и на морском транспорте является положение о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров и положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и в морских портах, утвержденный постановлением правительства номер 2111 от 30 ноября 2021 года. Также в силу вступили положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом и морским транспортом опасных грузов и деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 года номер 1243. В 2021 году также у нас произошло категорирование гидротехнических сооружений по категориям риска. Раньше у нас показатели по инвестиционному климату очень страдали вследствие этой деятельности, но в 2021 году все-таки на основании положения федерального закона категорирование произошло у нас. За 2021 год управлением в целях контроля за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области внутреннего водного транспорта по обеспечению безопасности судоходства и безопасной эксплуатации ГТС в Республике Саха-Якутия было проведено 25 плановых и 14 внеплановых проверок. Также в 2021 году управление продолжило плановый переход от контрольных надзорных мероприятий к профилактическим. Общее количество профилактических мероприятий, проведенных управлением в 2021 году, увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. К профилактическим мероприятиям также было отнесено проведение совместных мероприятий с федеральными органами исполнительной власти, с такими как Росприроднадзор, Роспотребнадзор и так далее. В том числе с Роспотребнадзором мы отрабатывали по вопросам недопущения случаев причинения вреда окружающей среде при осуществлении деятельности, а также по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с вводом в эксплуатацию в 2021 году большего количества судов внутреннего водного транспорта, количество мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции увеличилось на 25% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем, количество нарушений санитарно-эпидемиологических требований на объектах транспортной инфраструктуры в зоне ответственности управления уменьшилось на 73% по сравнению с 2020 годом. Это был, кстати, один из ведущих показателей в России. У нас Ространснадзор отметил этот показатель. Совместно с инспекцией портового контроля в период до образования особое внимание уделялось недопущению осуществления перевозок на судах, не имеющих ледового класса. Таким образом, количество таких нарушений снизилось на 65% по сравнению с 2020 годом. В 2021 году на 27% уменьшилось количество вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности по сравнению с 2020 годом. И на 12% увеличилось количество постановлений о привлечении к административной ответственности с заменой административного штрафа на предупреждение. Тем самым административное давление на субъекты предпринимательства ежегодно планомерно снижается на 15-20%. По результатам проведенных мероприятий количество вынесенных предостережений увеличилось на 34% по сравнению с 2020 годом. За истекший период 2022 года в целях контроля за соблюдением обязательных требований законодательства управлением плановых и неплановых проверок не проводилось в соответствии с мартовскими постановлениями правительства. Среди контрольных надзорных мероприятий у нас проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездные обследования. Данные мероприятия проводятся без взаимодействия с подконтрольными субъектами. Также проводятся постоянные рейды. Количество таких мероприятий за первое полугодие 2022 года постоянных рейдов у нас 5, выездных обследований 22 и наблюдение за соблюдением обязательных требований 99. Основной упор сделан управлением также на проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушения законодательства Российской Федерации. Данный комплекс включает в себя информирование судоводителей и судовладельцев, а также собственников гидротехнических сооружений о необходимости обеспечения безопасности на объектах транспортного комплекса, а также правовое освещение граждан в вопросах необходимости своевременного информирования государственных органов о случаях нарушения законодательства посредством интернет-приемной
или непосредственного обращения с заявлением в управление. Количество профилактических визитов у нас составило 3 в 2022 году. Количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства 20. И общее количество профилактических мероприятий, проведенных управлением, увеличилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для достижения целей и задач эффективности контрольно-надзорной деятельности на всех этапах ее осуществления управлением также проводятся совместные мероприятия, в том числе по вопросам недопущения случаев причинения вреда окружающей среде при осуществлении деятельности на внутреннем водном и морском транспорте. Совместно с инспекцией портового контроля также проводится патрулирование на маршрутных линиях паромных переправ, направленное на предупреждение, выявление и пресечение нарушений членами экипажей судов обязательных требований по обеспечению безопасности судоходства. Вместе с этим управлением на постоянной основе осуществляется мониторинг СМИ в целях выявления и пресечения нарушений. И в 2022 году, так же как и в прошлый год, осуществляется практика мониторинга портала закупок на предмет соответствия обязательным требованиям при оказании услуг по перевозке внутренним водным и морским транспортом. В июле 2022 года были проведены мероприятия, направленные на обеспечение доступности инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, по результатам которых нарушений выявлено не было. Но данный показатель немножко, наверное, не информативен. Дело в том, что у нас только единицы судов подходят под требования федерального закона, поэтому не все суда мы можем проверить. В 2022 году в рамках проведения контрольных надзорных мероприятий дела об административных правонарушениях управлением не возбуждались. Подконтрольные субъекты к административной ответственности по делам, возбужденным управлением, не привлекались. Все рассмотренные управлением дела на сегодняшний день, на первое полугодие это 39 постановлений, были возбуждены инспекцией портового контроля, транспортной полиции, транспортной прокуратуры и Следственным комитетом. Данный показатель также уменьшился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале мероприятия мы проводили межведомственные совещания с вышеуказанными структурами, на которых определили четкий перечень нарушений, по которым имеет смысл возбуждать дела об административных правонарушениях. И на настоящий момент у нас вынесено из всех наших постановлений 20 предупреждений, что составляет 52% от общего числа. Таким образом, также на 15% увеличилось количество постановлений о привлечении к административной ответственности с заменой административного штрафа на предупреждение в сравнении с 2021 годом. Тем самым административное давление на субъекты предпринимательства, конечно, снизилось. Сумма наложенных штрафов на сегодняшний день составляет 125 500 рублей, что в 4 раза меньше уровня прошлого года. Таким образом, мы можем говорить о уменьшении финансовой нагрузки. В рамках процедуры досудебного обжалования решений жалоб от подконтрольных субъектов не поступало. Количество предостережений увеличилось у нас на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, предписания в ходе осуществления мероприятий в 2022 году управлением не выносились вообще. В процессе осуществления деятельности управлением также постоянно проводится работа с органами местного самоуправления, на территории которых находятся гидротехнические сооружения, не имеющие собственника. На сегодняшний день 2 причала, ранее не имеющих собственника, уже переданы предприятиям на праве оперативного управления. С остальными сооружениями, не имеющими собственника, управлением совместно с органами местного самоуправления вопрос решается сейчас в установленном порядке. Также в 2022 году управление подписало соглашение о взаимодействии между Северо-Восточным управлением и уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия, предметом которого является взаимодействие и принятие совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав и свобод и законных интересов человека и гражданина в пределах наших компетенций. В рамках соглашения взаимодействие будет осуществляться в том числе по вопросам принятия мер по устранению юридических коллизий, препятствующих осуществлению деятельности на объектах транспортной инфраструктуры. В настоящее время Ространснадзором ведется работа по разработке типового соглашения о взаимодействии, также с уполномоченным по защите прав предпринимателей. На все, спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые участники. Вопросы к докладчику? Так, вопросов нет. Тогда переходим к следующему докладу. Доклад заместителя руководителя Департамента строительства и жилищной политики. Ой, простите, это перескочил. Доклад первого заместителя руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Пермякова Влада Михайловича.
Влад Михайлович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я демонстрацию экрана включу. Меня слышно хорошо, да? Да, хорошо слышно. Слайды видно? Да, видно. Добрый день, уважаемые коллеги. Управление государственного строительного и жилищного надзора является исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять на территории Республики Саха-Якутия региональный государственный жилищный надзор, лицензионный контроль и региональный строительный надзор. У нас, как вы все знаете, сегодня идет реформа контрольно-надзорной деятельности. Сейчас, подождите-ка. Они вот это видят. Я знаю. Реформа контрольно-надзорной деятельности и в соответствии с постановлением 336 сегодня мы работаем по стройнадзору и по жилнадзору. У нас, конечно, возникают вопросы, но тем не менее закон есть, мы по ним сегодня работаем. За первое полугодие 2022 года в адрес управления поступило 158 вопросов по вопросам качества строительных работ и по сферам ЖКХ, по жилищному надзору 100 441. Для сравнения, за первое полугодие, вот общее количество проверок по итогам первого полугодия по сравнению с 2021 годом и первое полугодие 2022 года у нас снижение идет на 47%. Но это обусловлено, как вы все прекрасно знаете, с постановлением. У нас по жилнадзору проверки согласовываются с прокуратурой, в большинстве своем они не согласовываются, поэтому у нас количество проверок, соответственно, меньше. Также было проведено мероприятие без взаимодействия 48, наблюдение за соблюдением обязательных требований и 83 выездных обследований. Далее у нас по результатам контрольно-надзорных мероприятий за первое полугодие 2021 года по сравнению с первое полугодие 2022, вернее, по сравнению с 2021 годом. Вот предписание, смотрите, почти у нас 3 раза меньше, 297 против 974, протоколов 197, соответственно, 615 в 2021 году. Предупреждений у нас вот количество, давление, естественно, у нас уменьшается, поэтому предупреждение стало 156. Штрафов, естественно, в 2 раза меньше получилось в этом году за первое тоже полугодие. 60% в этом году у нас занимает из всех КНМ, это профилактические мероприятия. Информирование, обобщение правоприменительной практики, публичное слушание, консультирование и предостережение. Предостережение у нас, вот смотрите, за 3 года, за первое полугодие вынесено в 2020 году, допустим, 230, в 2021 году 326 и в 2022 году 414. То есть, практически в 2 раза больше, чем в 2020 году. По жилищному надзору типовые нарушения обязательных требований. Вот я смотрю, тут у нас мало управляющих компаний, но тем не менее расскажу. Типовые нарушения у нас один из основных нарушений, по которым жалуется население, это нарушение нормативов температурного режима помещения МКД. Значит, здесь типовые нарушения – это неисправность системы отопления, неисправное состояние оконных и дверных заполнений, это 76 случаев, это за отопительный период 21-22, я говорю. Ненадлежащее состояние стен и перекрытий, нарушение нормативов подачи коммунальных ресурсов со стороны ресурсоснабжающих организаций. В рамках подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации необходимо провести гидравлические испытания, ремонт и проверку наладки систем инженерных систем НКД, устранить неисправности оконных и дверных заполнений, и так далее. Да, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, в принципе, все это прекрасно знают. Типовые нарушения обязательных требований, вот, допустим, протечка кровли, количество нарушений в 2021 году 79, в 2022 году чуть меньше 29. Ну и, значит, скоро будет у нас уже зимний период, очень много было нарушений и жалоб со стороны граждан в части уборки придомовой территории от снега.
И, допустим, в 2021 году у нас 24 обращения, из них подтверждено 10, в 2022 году 15 и 3 нарушения подтверждено. По строительному надзору у нас на сегодня в надзоре 485 объектов. Но эта цифра у нас, в принципе, особо-то не меняется. 450, 500 в среднем у нас объектов всегда в надзоре находится. Ну и статистика тут по направлению образования, здравоохранения, культура, спорта и прочие объекты, линейные объекты, промышленные здания, сооружения, гидротехнические сооружения. Все это вы видите на слайде. Далее у нас строящиеся в рамках национальных проектов. В основном это переселение. Вы видите, жилье это большинство, больше половины. Это у нас по нацпроектам идет объекты жилья по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Соответственно, образование, культура, спорт, здравоохранение, социальная сфера, транспортная инфраструктура и объекты промышленного назначения. Это косы, косы, ВОСы и так далее. По стройнадзору. Типовые нарушения также основные – это превышение допустимой толщины швов, отсутствие организации вывоза строительного мусора, несовпадение по месту расположения инженерных сетей, несоблюдение мер пожарной безопасности. Ну и здесь хотел бы остановиться еще немного. Тут слайд не видно по слайду, да, но основной один из пунктов оценки нашей деятельности – это возникновение аварийных случаев со смертельным исходом. Здесь я хотел бы отметить положительную динамику. В 2020 году, если у нас было 4 случая со смертельным исходом, 2021 год у нас 2 случая, 2022 год, ну это первое полугодие, у нас на сегодня 1 случай. К сожалению, вот недавно, на прошлой неделе был такой случай со смертельным исходом, человек упал с высоты высотник. В этой части тоже у нас работа профилактическая ведется. Ну, если такое случается, мы, естественно, тут строго наказываем. Ну, здесь параллельно еще работает комиссия трудовая по технике безопасности. Там тоже идет административное дело производства. Спасибо за внимание. У меня вкратце все. У нас тут поступил вопрос от СМИ «Точка взаимодействия» до начала публичных слушаний. Вот вопрос на экране вам видно. Сейчас на вопрос ответит у нас начальник отдела Федоров Василий Васильевич. Василий Васильевич, Ага, да. вкратце ответьте, пожалуйста, вопрос. Да, спасибо. Всем добрый день. Так, давайте, в общем, я подготовился, намного больше вопросов было, но их тут показывается 4, да? Так, ну, я сначала буду зачитывать, может быть, как контролируется выставление квитанции счетов потребителям по перерасчету по ПДПУ и отоплению. Ну, как вы все знаете, ресурсоснабжающие организации, в том числе, они должны выставлять счета на оплату в системе ГИС ЖКХ, то есть в последний день каждого месяца. Тут, в общем, если смотреть по дому вот Дзержинского, Дзержинского 8/2, то там все счета на оплату выставлены по состоянию на конец июля. То есть счета за август будут выставлены в конце августа. Ну, как контролируется? Контролируется вот посредством мониторинга системы ГИС ЖКХ. На сегодня очень трудно в связи с непонятными тарифами. Вот этот вопрос как-то я не совсем понял, что такое с непонятными тарифами. В один месяц по тарифу, другой по показаниям. Как повлиять? Давайте так, по одному начну. Это, видимо, имеется в виду, какой способ оплаты за тепло предусмотрен в республике. Я так понял этот вопрос. Ну, как вы все знаете, у нас плата за отопление выставляется по среднемесячному, по показаниям прошлого года, кроме поселка Жатай. Но тут мне больше нечего сказать. Как повлиять на предприятие, которое запрещает оплачивать отдельно за электроэнергию, отдельно за воду? Честно говоря, вот у нас ни разу не было такой жалобы, если кто-то жаловался, что Якутсэнерго там не принимает плату. Вот этот вопрос вообще, честно говоря, я не понял. Ага. Если появляется задолженность, там 2 графы, то все оплачиваемые денежные средства идут на погашение задолженности. Так, ну тут я что скажу? Тут скажу, что, значит, по Гражданскому кодексу, статья 319, в случае образования задолженности, в первую очередь за счет тех денежных средств, которые вносит
должник, сначала погашаются все издержки кредитора, то есть задолженность, пени и так далее. После этого только погашается сумма основного долга. Ну, тут я ничего не могу сказать, это такой закон у нас. Так. Но жалобы... Так, вот насчет перерасчета, ага. В общем, смотрите, Дзержинского 8/2 это не единственный дом, как вы знаете, да, у нас поступили заявления примерно от 88 домов, там порядка 250 квартир, и только, не только на Якутсэнерго, там теплоэнергия, управляющие компании, солидарность, единство и так далее, в общем. Мы очень надеялись, ну как надеялись, считали, что там, скорее всего, произошел так называемый перетоп, то есть несоблюдение температурного графика, но этого нет. Затем мы проверили, значит, вот эти все, я имею в виду 250 заявлений, на правильность сумм корректировки. Может, там они неправильно посчитали там и так далее. Но там тоже ничего существенного. Потом проверили на правильность сведений о количестве потребленного тепла. Да? Ну, то есть, допустим, вдруг взяли меньше, чем полагается. Ну, то есть, допустим, 2020 год 9 месяцев взяли, поделили на 12, 2021 выставили. Вот тут вот, что касается вот этого дома Дзержинского 8/2, тут МинЖКХ еще в апреле месяце установили, что да, вот по этому дому, значит, Якутсэнерго взяли показания за 7 месяцев, а не за 9. За 7 месяцев, например, дом потребил 1200 гигакалорий, они его поделили на 12 и выставили всем в 2021 году. В 2021 году дом потребил 2123 гигакалории, то есть на 924 гигакалорий больше. Вот это все и раскидали на всех жителей. Ну вот насколько это правомерно, мы считаем, как бы у нас, как я уже сказал, домов 88. Пока еще проверка по данному поводу не закончена, в общем. Угу. Кто контролирует работу ресурсников, если оплата производится не через УК, а напрямую? Ну, тут без разницы, кто является исполнителем коммунальной услуги. Контролирует, разумеется, мы, Роспотребнадзор, Госкомцен, прокуратура, ну, то есть все надзорные органы. Как перейти с прямых договоров на УК? Это, видимо, имеется в виду, хотят, чтобы исполнителем коммунальной услуги был не ресурсник, а управляющая компания. Это делается очень просто. Созываете общее собрание, и на основании решения общего собрания составляется протокол, и, пожалуйста, переходите с прямых договоров на УК. Собственно, все. Спасибо. У нас вкратце все. Спасибо за внимание. Готовы ответить на вопросы. Уважаемые участники, вопросы к докладчику. Так, ну, видимо, вопросов нет. Тогда перейдем к следующему докладу. Вот, погодите. Ой, простите, тут мне говорят, в чате какой-то вопрос поступил. Минуточку, я быстро посмотрю, да, если вы не против. Да, пожалуйста. Как повлиять на жителей, чтобы определились со способом практически во всех арктических пунктах нет УК или ТСЖ, создаватели входить не хотят, имеют прямые договора с ресурсниками. Так, ну, повлиять, как говорится, заставить кого-то выбрать какой-то способ управления мы, разумеется, не можем, но и никто не может. Это только как по общему собранию собственников помещений все это дело решается. Ну, непосредственный способ в арктических населенных пунктах, я думаю, выбирается больше, потому что там нету ни УК, ни ТСЖ. Либо ТСЖ не хотят создавать, а УК не хотят работать. Вот, поэтому выбирается непосредственный способ управления и заключается какой-нибудь договор там с МУПом или с кем-нибудь на, скажем так, аварийное прикрытие. Так, вот, собственно, все. Спасибо. О, Господи, сейчас еще один вопрос. Каким образом и с какой периодичностью проводятся проверки ОМСУ на предмет выявления МКД, в которых не выбран способ управления, в большей степени касается признанных аварийными? Так, но тут не проверки, скажем, да. У нас, как вы знаете, мы занимаемся лицензированием деятельности по управлению МКД. Если какой-то дом остается бесхозным, скажем так, там нету управляющей компании, ТСЖ, то мы оповещаем об этом орган местного самоуправления, чтобы они либо провели открытый конкурс, либо своим распоряжением назначили какую-нибудь управляющую компанию.
Вот. Что касается непосредственного способа, то тут я ничего сказать не могу, поскольку мы, у нас нет вот такого вот реестра, сколько домов и какие находятся на непосредственном способе управления. Тут не могу сказать, что происходит на местах. Но если нам что-то становится известно, мы ставим в известность орган местного самоуправления. А сам орган местного самоуправления мы можем предметом не Ну да. Ну все вроде. Всем спасибо. Так, хорошо, спасибо. Перейдем к следующему докладу. Доклад заместителя руководителя Департамента строительства и жилищной политики Министерства строительства Республики Саха-Якутия Пономарева Юрия Валентиновича. Добрый день, коллеги. Слышно, да? Да, слышно, видно. Добрый день. Полномочия по госконтролю надзору в сфере долевого строительства Министерство строительства стало осуществлять с марта 2021 года. Ранее этой работой занималось Управление Госстройжилнадзора. С момента передачи до настоящего времени контрольный надзор осуществляет 3 специалиста, а курирует эту работу курирующий замминистра строительства. Ну, я вот просто сейчас хочу сказать, что смена докладчика произошла в связи с тем, что Евгений Егорович Афанасьев, замминистра, он выехал в Верхоянский УЛУС, в связи с паводком, там идет большая работа по подсчету ущерба. Да? У нас в Республике Саха-Якутия по состоянию на первое полугодие 2022 года 28 застройщиков осуществляют привлечением денежных средств граждан на основании договоров участия в долевом строительстве. Общее количество проектов разрешений на строительство, которых осуществляется с привлечением денежных средств по договорам участия в долевом строительстве, это 37 проектов строительства, 47 объектов. Я вот лично считаю, что основным показателем контрольно-надзорной деятельности вот в области долевого строительства является сокращение количества проблемных объектов в едином реестре проблемных объектов. Вот в начале 2021 года в едином реестре проблемных объектов было 14 объектов. С начала 2021 года и по текущий период уже 8 объектов исключены, восстановлены права 480 граждан. Сейчас осталось 6 объектов, и хочу сказать, что вот буквально в ближайшие недели планируется, что будет исключен еще один объект. Это объект «Строймонтаж 2002», по которому уже принято решение по выплатам за счет Фонда развития территории. Соответственно, объектов у нас останется всего 5. Ну и в дальнейшем, конечно, мы... Что? В дальнейшем мы, конечно, считаем, что в едином реестре проблемных объектов уже возрастать количество объектов не будет по той простой причине, что все договора долевого участия в настоящее время, они как бы застрахованы посредством применения механизма искровых счетов. Так, в результате проведенных Министерством в 2021 году мероприятий, направленных на завершение строительства объектов, введены в эксплуатацию 2 объектов, строительство которых переносилось более чем на 6 месяцев. Это вот у нас многоквартирный дом на улице Кальвица, вторая очередь застройщиков, общество с ограниченной ответственностью «Стрела», а также объект подземно-надземная автостоянка в квартале 203, это застройщик Саха-Паркинг. В целом, если в процентном соотношении, то надо сказать, что количество проблемных объектов на территории республики сократилось на 42,9%, что характеризует, что работа по контролю и надзору достаточно эффективно была выстроена. Так, теперь количество находящихся в надзоре первого полугодия 2022 года многоквартирных домов, по которым имеется нарушение. Это у нас такие сейчас есть объекты, как Стройакадемия, застройщик ООО «СК Чарон», Росстрой. Есть также проблемы вот по Монолитстрою. Там применяются сейчас различные способы решения проблем обманутых дольщиков. Например, по Монолитстрою будет достраивать региональный фонд поддержки дольщиков. По Строймонтаж 2002, как я уже сказал, за счет Фонда развития территории будет производиться выплата возмещения дольщиков. По ЧЕРов ИК достройка региональный фонд, оба объекта. И по объектам ИИТ тоже будет достраивать у нас региональный фонд. Немножко сохраняется проблема, которая в настоящее время прорабатывается, как ее решить. Это по застройщику ЕСО «Стиль».
объект гараж и спортивной детской площадкой по улице Пояркова, 72-й квартал города Якутска. Ну, здесь надо сказать, что вот эти граждане, которые там заключили договора и сам объект, они не подпадают под действие норм республиканского законодательства, и, соответственно, нужно менять республиканский закон. Ну, является ли этот способ правильным? Этот вопрос тоже сейчас рассматривается с точки зрения, что в настоящее время, принимая во внимание, что идет специальная военная операция, что средства бюджета ограничены, что есть проявление недружественных действий со стороны иностранных государств и организаций, изыскать дополнительно средства в бюджете достаточно проблематично. Поэтому мы здесь также будем прорабатывать какие-то определенные альтернативные варианты. В частности, возможно применить механизмы подключения средств частного бизнеса. Допустим, в этом году изменился земельный кодекс. Да? Внесены изменения в земельный кодекс в той части, что при реализации масштабных инвестпроектов предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной собственности, без торгов. Но при этом у инициатора масштабного инвестпроекта возникает обязанность либо 10% квартир передать на поддержку определенных категорий граждан, это сироты, аварийные жилые дома, обманутые дольщики, либо определенную часть денег передать фонду поддержки дольщиков, это порядка 40 миллионов сумма, тоже на поддержку вышеуказанных территорий. Вот этот категорийный список, он расширен в той части, что сейчас появилась возможность поддерживать также и тех людей, которые пострадали в результате деятельности потребкооперативов, в результате там постройки самовольных построек, а также так называемых гаражных проблем. Вот. Далее. Что еще можно сказать, да? Плановые проверки, да, конечно, в текущем году у нас в связи с внедрением моратория идет полное, снижение показателей по проверкам и по вынесению, допустим, постановлений по административным правонарушениям. Если в 2021 году было вынесено 98 постановлений о применении административного взыскания, то в 2022 году только 2. Ну, здесь я лично считаю, что показателем качества контрольно-надзорной деятельности также является и тот момент, насколько вынесенные постановления в административной деятельности, они устоялись. Были ли они обжалованы в суде и были ли они отменены. Так вот, в 2021 году из 98 постановлений только одно постановление было отменено судом. В 2022 году пока вот эти 2 постановления не обжаловались. Но, с другой стороны, надо еще также сказать, что снижение количества административных постановлений, вынесенных в отношении подконтрольных объектов, да, оно также влечет за собой то, что не привлекаются средства. Если в 2021 году было вынесено штрафов на сумму 1680 тысяч рублей, 1 миллион 680 тысяч рублей, то в текущем 2022 году только на 10 тысяч рублей. Тут такой аспект тоже имеет место быть. Конечно, мы сейчас в связи с внедрением моратория переходим уже на наблюдение, на мониторинг, на профилактические мероприятия. И уже если так вот смотреть, то сейчас это становится нашей основной работой. То есть если, допустим, в 2021 году было проведено 6 профилактических мероприятий, то в текущем первом полугодии уже 27. Если выдано предостережение было в 2021 году 6, то в текущем году уже полугодии уже 23. В 2021 году в целом контрольно-надзорных мероприятий было проведено 159, внеплановых проверок 33. То есть в 2021 году доля внеплановых проверок от общего числа проверок составила 100%. И все внеплановые проверки были исключительно документарные и проводились по основаниям, которые не требовали предварительного согласования с прокуратурой. В первом полугодии 2022 года контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с юрлицами проведено 55, предостережений 23, профилактических мероприятий 9. До вступления моратория в силу проведено 7 внеплановых проверок. В соответствии с постановлением правительства 336 с 10 марта у нас внеплановые проверки не проводятся. Рискоориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности министерства не применяется. В сети интернет на сайте министерства мы имеем соответствующие разделы, на которых
разместили исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, которые содержат обязательные требования к деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются предметом государственного контроля. На постоянной основе мы проводим превентивную работу, профилактические беседы с застройщиками по недопущению нарушений. Вот. Программы профилактики рисков причинения вреда по видам контроля прошли процедуру общественных обсуждений и также размещены на официальном сайте министерства. Доклад окончен. Спасибо, Юрий Валентинович. Уважаемые участники, вопросы к докладчику? Так, вопросов нет. Тогда у нас завершающий на сегодня доклад. Доклад Министерства транспорта. Заместителя руководителя Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Кузьмина Софья Алексеевна. Софья Алексеевна, вам слово, пожалуйста. Минтранс у нас на связи? Так, мне сообщили, что Минтранс сейчас подключается. 1 минуту. Уважаемые участники, пока у нас тут пауза, напомню о том, что необходимо пройти анкетирование по ссылке. Ссылку мы вот размещали в чате в самом начале. Google форма там. Прошу пройти и заполнить.
Говорят, не могут зайти. Короче, Минтранс у нас не смог подключиться никак, хотя они вначале... Нет, Минтранс есть по есть? региональному государственному контролю в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси здесь. Наконец-то. Вам слово. Завершающий доклад наш. Так. Доброе утро, коллеги. Региональный государственный контроль осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21 апреля номер 69 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Целью регионального государственного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В 2021 году и в 2022 первом полугодии плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку легковым такси, не проводились в связи с тем, что согласно постановлению правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года номер 1520 об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных мероприятий установлено, что в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения которых включены в единый реестр, плановые проверки при осуществлении госконтроля не осуществляются. К вашему сведению сообщаю, что 99,9% лиц, осуществляющих перевозки пассажиров легковым такси, относятся к субъектам малого предпринимательства. В соответствии с соглашением между Министерством внутренних дел по республике и Минтрансом республики о взаимодействии и взаимном информационном обмене... Софья Алексеевна, слайды не переключаются. Слайды не я переключаю. Угу. Прошу ускорить. Ага, спасибо. Получается, в 2021 году проведено 212 рейдовых мероприятий, в 2020 году 346, составлено в 2021 году 34 административных материала по статьям 11.14.1, 12.30.1 КоАП, из них удовлетворено 34, наложено штрафов на сумму 59 тысяч. Если говорим по сравнению с 2020 годом, то в 2020 году у нас 43 административных материала было составлено, удовлетворено 43, штраф на 44 тысячи. По части 2 статьи 14.1, это в отношении нелегальных предпринимателей, в 2021 году составлено 5 административных материалов, из них по 5 административным материалам судьями вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и наложении штрафов общей суммой 10 тысяч рублей. В 2020 году эти цифры составляли 10 административных материалов, по 4 было удовлетворено, взыскано 8 тысяч. В первом полугодии 2020 года рейдовые мероприятия не проводились в связи с тем, что со второго полугодия 2021 года управлением ГИБДД рейдовые мероприятия по проверке легковых автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров такси, а также лиц, осуществляющих деятельность без разрешения на всей территории республики, были приостановлены. В связи с чем по предложению управления ГИБДД рейдовые мероприятия были заменены мероприятиями по передаче административных материалов для рассмотрения в пределах полномочий министерства. При проведении мероприятий уполномоченными сотрудниками министерства в отношении нелегальных перевозчиков применяется часть 2 статьи 12.31.1. Это отсутствие отметки в путевом листе о предрейсовом медицинском и предрейсовом техническом осмотре. Всего с период с 1 января по 31 июня в отношении нелегальных перевозчиков составлено 45 административных материалов. По указанной статье наложено административных штрафов на 120 тысяч рублей.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Министерством осуществляются мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований. Также Министерством осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. За 2021 год Министерством проведена работа. На официальном сайте Министерства в сети интернет размещены нормативные документы в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также перечни соответствующих нормативных правовых актов, в том числе с учетом вступления в силу 248 федерального закона. 26 мая также, как и в этом году, было проведено публичное мероприятие с заслуживанием итогов контрольно-надзорной деятельности. Также усилена работа по информационному просвещению населения по перевозкам пассажиров и багажа легковым такси на территории республики. Информация о деятельности министерства освещается постоянно на Вести Саха, Саха-24, в газетах Якутия, Саха-Сера, в электронных изданиях ЕСЕ, в радиопередаче Саха-Ради. В ходе проведения профилактических мероприятий инспекторами министерства проводилась встреча с перевозчиками и общественностью, на которых осуществлялось обсуждение проблемных вопросов в сфере таксомоторных перевозок республики. На официальном сайте Министерства в сети интернет размещается информация об обязательных требованиях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В текущем году Министерством также продолжена работа по информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований. Основные нарушения, допускаемые перевозчиками, это у нас, конечно, отсутствие нарушение требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсового контроля технического состояния легкового такси. Также есть нарушение в части отсутствия в салоне легкового такси информации, да, о перевозчике. Также есть нарушение в части невыдачи чека пассажиру. У меня все. Спасибо, Софья Алексеевна. Уважаемые участники публичного мероприятия, какие вопросы к докладчику есть? Задавайте. Так, ну, судя по всему, вопросов у нас нет. Это был завершающий доклад сегодняшнего публичного мероприятия по правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности. Кто еще не прошел анкетирование, еще раз прошу пройти по ссылке в чате. Все материалы, продемонстрированные сегодня, и видеозапись будут опубликованы на сайте Министерства экономики в 3-дневный срок. Всем докладчикам и участникам спасибо за участие. Встретимся снова в следующем квартале. Всего доброго.